Главная цель организованной столичным управлением образования конференции – обсудить с коллегами сложившуюся в системе образования ситуацию и найти пути решения существующих проблем. Проблемен современной школы, практику и теорию на сегодняшний день стоит ли вопрос только лишь один дистант или это гибель всего образования? Я бы хотела узнать ваше мнение. Исходя из этого, мы сегодня организовали такую площадку. В практике мы знаем, что в основном такую определенную работу учебного процесса принимают огромное участие и большой вклад практиками. Мы считаем завучи по учебной части. Есть у нас методисты, которые работают в наших общеобразовательных школах. Мы думаем, что у нас был план А, это общеобразовательный процесс с начала учебного года, сентябрь месяц. Как же школы подготовлены к плану Б? И мы бы хотели услышать мнение каждой школы, как готова школа на план Б, какие вы видите пути выхода из этой ситуации. Основной вопрос, который обсуждался в ходе конференции – как будут работать школы после выхода из карантина. Учителя высказались против проведения уроков в онлайн-режиме. Как известно, учебный процесс во всех общеобразовательных учреждениях приостановлен с 15 октября по 24 ноября. Однако учащиеся получают задания по интернету. При этом новые темы не изучаются. Занятия направлены на закрепление уже пройденного материала. Одна из проблем онлайн-уроков связана с отсутствием необходимой техники как у педагогов, так и у детей. Хочу сказать, что сама перешла на онлайн-обучение, если можно это так сказать. У меня есть детишки с хорошим потенциалом, они в этом заинтересованы, они выходят на связь. И частично я разделила детей, отправила на зачет, которые письменно, конкретно отвечают на вопросы, и даст Бог, а мы выйдем в школу, и они уже будут отвечать. Но это на самом деле, как вы все отметили, как вы сказали, что это временно, потому что без традиционных уроков мы дать детям знания не сможем. Вы помните все своих первых учителей? Мы все их называли вторыми мамами. Почему мы их так называли? Потому что они нас воспитывали так же, как наши мамы. Может ли экран заменить маму? Нет. Поэтому я лично всегда против онлайн-обучения. Как самого главного обучения. Считаю, что традиционное обучение – это необходимость. Выходом из сложившейся ситуации педагоги видят организацию учебного процесса по определенному графику. К примеру, учащиеся младших и старших классов будут ходить в школу поочередно, по 3 дня в неделю. Оптимальный вариант – это выход на работу 24 ноября и развитие, то есть 3 дня на 3. Понедельник, вторник, среда обучающий процесс идет для среднего звена с 5 по 11 классы, и четверг, пятница, суббота – это обучение учащихся начальных классов. Для учащихся начальных классов возможно разделение на 2 группы, то есть наша школа позволяет разделить начальную школу, каждый класс на 2 группы, так как классы достаточно переполнены. Классных комнат у нас достаточно на это все. Касаемо среднего звена с 5 по 11 класс, это будет сделать гораздо сложнее, потому что классных комнат будет не хватать. Участники конференции одобрили предложенный вариант обучения. Теперь данное предложение будет направлено на рассмотрение в Министерство просвещения и языковой политики. Сейчас педагоги Абхазии готовятся к участию в мастер-классах, в рамках которых специалисты из Екатеринбурга поделятся опытом проведения онлайн-занятий. Шазина Ханагуа, Алексей Агухава, Абхазское телевидение.